Петербургский международный экономический форум – один из крупнейших событий в России и в мире. В этом году его участниками стали 17 тысяч человек из 136 стран мира. Форум проходит в 27-й раз. В этом году его главная тема – основа многополярности, формирование новых центров роста. Рекордное число участников. Форум 2024 года превзошел аналогичные показатели последних лет. Гости и участники ПМФ собрались, чтобы обсудить международную торговлю и сотрудничество, рынки сбыта, технологическое лидерство и инвестиции. На форум приехали президенты Боливии, Зимбабве, Абхазии и Республики Сербской. Прибыли и члены королевских семей Бахрейна и Саудовской Аравии. Делегация из Китая была самой многочисленной среди иностранных гостей – 192 человека. Здесь мы, конечно, видим, что уже сейчас экономика номер один – это Китай, причем с большим отрывом от второго места. Индия – третья экономика мира и является глобальным лидером по динамике развития. Все громче заявляют о себе страны Южной Азии и Африки, где отмечается высокая рождаемость и пока еще низкий уровень урбанизации, а также быстрый догоняющий рост экономики. По оценкам экспертов, профильных специалистов, именно такие государства будут определять глобальную экономическую картину уже в середине текущего века. Несмотря на все препятствия и нелегитимные санкции, Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, активно развивает логистику, географию сотрудничества. Так укрепляются наши отношения со странами Азии. Рост торговли составил 60% с 2020 года по 2023. Ближнего Востока рост в 2 раза, стран Африки 69% и Латинской Америки на 42%. Мы продолжаем результативно работать с партнерами по Евразес, обеспечивая баланс интересов всех участников. В прошлом году совокупный ВВП стран Союза вырос на 3,8%, а объем взаимной торговли на 4,7%. Причем его структура качественно улучшилась, а именно подросли поставки готовой высокотехнологичной продукции. Именно такой, не сырьевой, не энергетический экспорт из России мы будем активно поддерживать. К 2030 году его объем должен вырасти не менее чем на 2/3 по сравнению с 2023. Очевидно, что освоение новых рынков требует укрепления транспортных связей. На восточном направлении в Китай, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Основным проектом для России становится развитие так называемого восточного полигона железных дорог. Республика – важное звено маршрута. Один из международных транспортных переходов Джалинда-Мохэ соединит Якутию и Китай. Реализация проекта сократит путь якутского угля по БАМу и Транссибу на 2000 километров, а также увеличит вывоз грузов в Поднебесную. Подтвержденный объем грузовой базы данного проекта составляет 7,3 миллиона тонн в год. И вот целый спектр самых разных соглашений по разным направлениям жизни республики, он показывает, как говорится, многообразие тех тем, которые здесь и обсуждались, и подготовились, и по которым развивается наша Якутия. В целом я хочу сказать, что форум, конечно, прошел очень интересно. Сейчас как раз форум он проходит уже вот после выборов президента, после формирования правительства. И здесь как раз озвучены подходы к дальнейшему развитию страны на многие годы вперед. И недаром вот сегодняшнее выступление президента можно назвать такими стратегическими задачами на ближайшие годы по повышению уровня жизни людей. Прозвучало очень много новых таких подходов, многих поручений. Центры экономического развития сдвигаются. Все восточнее и севернее. Если раньше говорили, что Россия будет прирастать Сибирью, то сейчас Россия будет прирастать и Арктикой. большие ресурсы, а значит и большие перспективы тоже там. Сейчас я говорил только о развитии восточного полигона железной дороги. Но мы же начали эту работу
давно. Кратчайший путь на восток к новым рынкам Россия прокладывает через Арктику. Северный морской путь – главная транзитная артерия мира, альтернатива Суэцкому каналу. Преимущество нашего СМП в протяженности. Он короче южного пути в 1,5 раза. Это сказывается и на времени доставки грузов, и тратах на топливо. Только в прошлом году объем перевозок по Северному морскому пути составил рекордные 36 миллионов тонн грузов. В прошлом году по нему прошло 36 миллионов тонн грузов, а в перспективе перевозки могут превысить 150 миллионов тонн. Для этого мы продолжим развивать инфраструктуру Северного пути, строить транспортные подходы к арктическим портам. Особая роль в этой работе отводится руководителям наших северных субъектов Федерации. В этой связи сформируем в рамках Госсовета комиссию по развитию арктических регионов и Северного морского пути. А сейчас, вот после того, как мы начали делать мастер-план ТИКСИ, то в ТИКСИ, конечно, ожидания очень большие. Я бы хотел поблагодарить госкорпорацию Дом РФ за то, что они вместе с нами пошли на этот план по мастер-плану под лидерством Сибирской лаборатории урбанистики. Сейчас план уже разработан. И они посетили и ТИКСИ, посетили Найбу, встречались с жителями, получили от них и проблемные вопросы, и что они ждут от именно реализации мастер-плана. Поэтому вот мастер-план ТИКСИ-Найба получился очень живой. Агломерация ТИКСИ-Найба в Булунском районе к 2035 году станет буквально северным оазисом с круглогодичным морским портом, научным центром, благоустроенной городской средой. Реализация мастер-плана поспособствует повышению качества жизни почти 5000 человек, сыграет ключевую роль в развитии Северного морского пути. Ключевым проектом агломерации станет глубоководный морской терминал в Найбе. При этом в зоне тяготения порта расположены значительные месторождения олова, золота, редкоземельных металлов. Имеются перспективные участки месторождения угля, водорода, которые будут уточняться после проведения геолого-разведочных работ. Считаем, что уже сейчас есть серьезная потребность перевозки грузов для Кючуского горно-промышленного кластера, где крупнейшее месторождение, свыше 100 тонн золота, уже начинается ее разработка. И для их реализации Росатомом сейчас уже начинается строительство атомной станции малой мощности. Сейчас мы уже изготавливаем проектно-сметную документацию Зимника от Усть-Куйги, где вот эта вся история будет развиваться, и золотая, и атомная, до порта Найба. Это по прямой, скажем так, порядка 200 километров. Реализация атомной станции малой мощности обеспечит энергозависимость и социально-экономическое развитие арктических территорий Якутии, станет сердцем одного из крупнейших в России минерально-сырьевых центров, который в перспективе обеспечит электроэнергией промышленные предприятия. Речь идет о развитии месторождений Кучус, Депутатская и Терехтах. На полях форума правительство Якутии и Росатом договорились организовать необходимую для якутской атомной станции малой мощности энергетическую инфраструктуру, включая линии электропередачи, подстанции в прилегающих к месторождениям деревнях и селах. Поздравляем с подписанием соглашения. Сегодня мы подписывали соглашение о том, что выборка энергии будет гораздо больше, чем мы изначально планировали. То есть проект растет уже по ходу его реализации. И добавленное дополнительное потребление энергомощности диктует необходимость строительства второго энергоблока. На сегодняшний момент уже принято решение, и сейчас оно проходит все необходимые согласования в правительстве Российской Федерации о строительстве именно доублочной станции, которая обеспечит надежность подачи энергии и, конечно, обеспечит дополнительные мощности, но при этом еще более снизит тариф. И фактически будет в несколько раз снижение этих тарифов. И плановый срок завершения строительства и пусконаладки 2028 год. Поэтому после этого времени мы надеемся, что все районы, и все проекты, которые реализуются у нас в Арктике, в этой части Арктики, будут энергообеспечены. Говоря про Арктику и СМП, нельзя не упомянуть и Ленский мост. Он позволит соединить Транссиб и БАМ Северным морским путем, свяжет федеральные автомобильные дороги Лена и Колыма с автодорогой Вилюй. Мост позволит создать транспортно-логистический узел, объединяющий железную дорогу, речной и авиационный транспорт, а также трассы республиканского значения, сформировать северный широтный пояс, Восточная Сибирь, Мирный, Якутск,
Магадан. Об этом тоже говорили на ПМФ. Сегодня прошла встреча с новым министром транспорта Российской Федерации Романом Владимировичем Старовойтом. Арсений Сергеевич рассказал о проекте строительства Ленского моста, на какой стадии мы находимся, какие вопросы сегодня стоят по данному проекту. Безусловно, проект один из самых крупнейших в нашей республике. Роман Владимирович был прекрасно осведомлен об этом проекте. Он не раз был в Якутии, переправлялся через Лену. Значит, поручением президента нашей страны срок завершения строительства Ленского моста обозначен как 2028. И, соответственно, мы для своевременного ввода этого объекта сегодня ставим вопрос об опережающем финансировании. За все дни работы форума Якутия подписала 14 соглашений с общим объемом инвестиций в 37,9 миллиардов рублей. Соглашения подписаны в том числе и в целях реализации ключевых проектов мастер-планов города Якутска и Нерюнгри. Одно из ключевых соглашений Якутия подписала с «Газпромбанком» и группой ВИЗ в целях привлечения инвестиций в ключевые проекты мастер-плана столицы республики на период до 2030 года. Соглашение подписано. Поздравляем участников. Документ о подготовке специалистов для Жатайской судоверфи подписано с Балтийским заводом. Соглашение направлено на подготовку специалистов по судостроению и мехатронике. Первые 24 студента из Якутии пройдут стажировку на Балтийском заводе уже в этом году. Поздравляем участников с подписанием соглашения. Мы подписали соглашение с Балтийским заводом в части подготовки кадров, прохождения нашими студентами практики на Балтийском заводе. Это один из ведущих заводов по судостроению. И уже в 4-м квартале мы ожидаем ввод атомного ледокола «Якутия». Отдельно проговорили об формировании команды этого ледокола и, безусловно, наличие в внутреннем убранстве национального колорита под название региона. Еще одно соглашение в сфере образования подписано между Якутией и корпорацией «Синергия». Поздравляем участников с подписанием соглашения. Сегодня подписали соглашение некоммерческой организации университетом «Синергия». «Синергия» в прошлом году в городе Якутске открыла колледж свой. И более того, сейчас переходит на развитие креативных индустрий в рамках креативного кластера. В будущем, сегодня в переговорах мы обозначили еще будущие перспективы развития. Это, возможно, и развитие туристической индустрии, это и развитие летнего отдыха наших детей в республике. Прошло подписание соглашения и с сетью магазинов «Пятерочка». Первые магазины в Якутске были открыты в апреле этого года. На ПМФ стороны договорились о расширении сети до 40 точек по городу. Самое главное – оказывать поддержку нашим местным предпринимателям. Сегодня мы с нашим ритейлом Якутии разрабатываем меры поддержки для того, чтобы они могли не конкурировать с такой крупной сетью. Поэтому поддержка местного производства обязательно. И буквально только что мы подписали соглашение на уровне правительства с корпоративным центром X5 для того, чтобы мы могли регулировать, взаимодействовать, поддерживать друг друга. В будущем «Пятерочка» планирует создавать более 40 точек в городе Якутск. И поэтому наша задача максимально подготовиться к этому. В течение 3 лет будет реализация данных проектов. Тем самым мы хотим, чтобы во всех сетях была представлена не менее 20-25% товары местного производства. На полях форума состоялась церемония подписания инвестиционного соглашения между якутской компанией «Экстрасинема» и Фондом суверенных технологий НТИ. Проект позволит организовать кинозалы в более чем 900 малых городах и поселках России. Такая цель поставлена в майском указе президента, где сформированы национальные цели развития страны до 2030 года. Договор подписан. Поздравляем участников с подписанием договора. В рамках этого соглашения будет финансирование нашего проекта в объеме 100 миллионов рублей.
которые мы направим на развитие нашего проекта. В первую очередь мы создадим производственно-сборочный цех в городе Якутске по сборке нашего оборудования с производственной мощностью до 2000 проекторов в год. Это нам позволит уже в этом году обеспечить всеми необходимыми залами нашу республику в первую очередь. И со следующего года мы планируем выйти на Дальневосточный федеральный округ. На сегодняшний день в Якутии 30 залов открыта «Экстрасинема». И вот соглашением фонд НТИ инвестирует средства в компанию «Экстрасинема» для того, чтобы еще 120 залов в течение этого года в населенных пунктах нашей республики открыть. Это будет 150. В дальнейшем компания планирует при поддержке правительства нашей страны, при поддержке правительства Республики Саха-Якутия еще как минимум 1000 кинозалов открыть на Дальнем Востоке и уже свыше 10 тысяч по всей стране. В данный момент это 100 миллионов рублей. Вот, и это первый этап проекта. В целом эта сумма может быть увеличена. Мы надеемся, что этот очень важный для страны, для людей проект будет очень успешным. Все мы ходим в кинотеатры, мы хоть этого и не видим, но многие знают, что все оборудование, сами стандарты кинопоказа западные. Понятно, что сейчас западные технологии, в том числе в киноиндустрии, становятся труднодоступными. И слава богу, что это так, потому что это дает фору и возможности для российских компаний. И «Экстрасинема» имеет очень хороший продукт. Других подобных продуктов лично я не знаю. Поэтому ребята большие молодцы, и то, что они делают, это очень важно. Еще одно важное соглашение подписано между Якутией и компанией «Алроса». Стороны договорились о сотрудничестве при освоении 2 перспективных нефтегазовых участков в Якутии – Улугурского и Эргеджейского. Поздравляем участников с подписанием соглашения. Речь идет о совместном освоении 2 участков недр. И мы собираемся провести вместе масштабные геологоразведочные работы, оценить эти месторождения и найти им достойное применение. То, что она найдется, нет никаких сомнений, с учетом того, что государство позаботилось и инфраструктура для того, чтобы транспортировать эти недра, сейчас в Западной Якутии прямо рядышком под боком. На форуме говорили и о международных отношениях. Так Айсан Николаев провел встречу с послом Республики Индии Винай Кумаром. Индия – один из крупнейших торговых партнеров Якутии. По итогам прошлого года товарооборот Республики и Индии вырос на 15,2% и составил $679 миллионов. Сегодня мы на встрече обсуждали двустороннее соглашение между Якутском и Суратом, городом в Индии, который является крупнейшим местом по переработке алмазов. И новый вопрос, который мы сегодня обсудили, это потенциал для обучения индийских студентов в Горнородном университете в Якутии. Встреча прошла и с послом Казахстана Дауреном Абаевым. Стороны обсудили вопросы внешнеторгового оборота. Можно даже открыть небольшой секрет. Один из примеров. Мы очень хотим, чтобы в Казахстане открылся торговый дом Якутии, который будет, наверное, заниматься в том числе реализацией ювелирных изделий в Казахстане. Я думаю, большой будет спрос. Бренд есть, что алмазы Якутии – это бренд известный не только в Казахстане, но и по всему миру. Также Якутия будет расширять взаимодействие с Гродненской областью Республики Беларусь. Стороны подписали план мероприятий. По итогам 2023 года объем внешней торговли между Якутией и Беларусью составил $41 миллион, что на 20% больше, чем в 2022 году. И эти цифры, конечно, говорят, что сотрудничество будет только расти. Сегодня, да, был действительно подписан план мероприятий. Это та канва, которая должна стать базой по наполнению конкретными делами, конкретными проектами с целью дальнейшего углубления нашего взаимосотрудничества, увеличению товарооборота, взаимодействию в гуманитарной сфере, социально-экономическом развитии регионов.
Поэтому это та основа, по которой мы будем работать в ближайшее время. На ПМФ обсудили и тему спорта. Презентовали 8-е игры «Дети Азии». Они совсем скоро пройдут в Якутске. Глава профильного ведомства Михаил Дегтярев оценил медали игр. Награды выполнены в национальном стиле с изображением якутских сэргэ в центральной части. Мы рады, что очень много людей это привлекло внимание, да. И сегодня министр спорта Российской Федерации Михаил Владимирович при встрече с Арсением Сергеевичем Николаевым подтвердил о том, что приедет на открытие 8-х международных игр «Дети Азии». 3500 участников юных из многих уже десятков стран Азии, ряда федеральных округов приедут и будут соревноваться по 24 видам спорта. У нас в городе Якутске это самые крупные международные детские соревнования, которые пройдут в этом году в стране. Быстрее, выше, сильнее и в инвестициях. Якутия вновь вошла в 20-ку лучших регионов национального рейтинга состояния инвестиционного климата. В этом году республика улучшила свои позиции и заняла 14-е место рейтинга. Республике удалось добиться роста интегрального индекса республики, который является самым основным показателем улучшения состояния инвестиционного климата. Мы улучшили этот интегральный показатель, индекс, на 9,75 балла. У нас данный показатель за 2023 год составляет 270 баллов. Таким был ПМФ-2024. Форум традиционно стал площадкой для общения представителей власти и бизнеса, обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией и миром в целом. Всего в рамках форума участники подписали 1073 соглашения на общую сумму почти в 6,5 триллионов рублей. И это без учета контрактов с коммерческой тайной. 55 соглашений форума подписано с представителями иностранных компаний. Айсена Барнашова, Максим Кардозу, Виктор Олесов, Григорий Николаев, Санкт-Петербург.